1999. Какими событиями запомнился этот год? Указом президента он был объявлен годом единства и преемственности поколений. В этот год, 10 января, на альтернативной основе Нурсултан Назарбаев вновь избран президентом Республики Казахстан, получив почти 80% голосов казахстанцев, принявших участие в голосовании. Согласно статистике, явка в этот день составила 87%. Инаугурация прошла 20 января в Конгресс-холле столицы. В тот день в рамках церемонии инаугурации Нурсултан Абишевич пешком прошел путь от служебного кабинета старой резиденции до здания Конгресс-холла, где получил удостоверение президента из рук председателя Центральной избирательной комиссии. С 25 февраля по 4 марта была проведена первая в стране национальная перепись населения. Она прошла в республике спустя ровно 10 лет после всесоюзной переписи населения в СССР. Численность населения в Казахстане по итогам переписи года составила 14 миллионов 953 тысячи человек. Как известно, 1999 год – это год рождения партии Атан, Нур-Отан, которую создали как раз на базе общественного штаба в поддержку кандидатов в президенты Нурсултана Назарбаева. Официальная регистрация партии прошла 12 февраля. Ее первым членом стал Нурсултан Назарбаев. Первый учредительный съезд состоялся 1 марта. На нем присутствовало около 400 делегатов от всех областей, городов и районов страны. Делегаты единогласно избрали Нурсултана Назарбаева председателем партии. 26 февраля. Это день подписания договора о таможенном союзе и едином экономическом пространстве. Первая девальвация тенге. Именно в этот год отечественную валюту впервые в истории страны пустили в свободное плавание. 3 апреля правительство Казахстана приняло постановление о политике обменного курса национальной валюты, который стал свободно плавающим. В результате чего 4 апреля, это был понедельник, доллар с почти 90 тенге подскочил сразу до 160, а к августу остановился на отметке около 135 тенге. 7 июня парламент принял в новой редакции закон об образовании. Он отличался от прежнего, принятого в 1992 году. Основная школа заканчивается в 9 классе, а 10-11 являются профильными классами. 4 сентября в Алмате состоялась встреча министров иностранных дел государств-участников СВ-МДА. Была подписана декларация принципов, регулирующих отношения между государствами, членами СВ-МДА. 16 сентября Нурсултан Назарбаев выступил с посланием народу Казахстана «Стабильность и безопасность страны в новом столетии». Как отметил первый президент, этот период был переломным временем. Он призвал казахстанцев быть реалистами, чтобы снова не попасть в полосу застывшего времени. Было подчеркнуто, что Казахстан в 21 веке – это часть мирового экономического и политического пространства. Президент призвал казахстанцев развиваться, стремиться и двигаться вперед. 10 октября состоялись выборы в парламент республики по новой смешанной избирательной системе. По 67 одномандатным округам было зарегистрировано 547 кандидатов на выборы в Мажилис. Из них 80 кандидатов, выдвинутых общественными организациями, 113 кандидатов от политических партий, 354 выдвинули себя сами. ОТАН получил 4 мандата, Компартия, Аграрная партия Казахстана и Гражданская партия Республики Казахстан по 2. 15 ноября было создано ЗАО «Казахстанский фонд гарантирования страхования вкладов физических лиц». Теперь правовые основы функционирования системы обязательного гарантирования депозитов, права, обязанности ее участников определяются законодательством Республики Казахстан. В этом же году духовную жизнь страны обогатил столетний юбилей ученого, первого президента и основателя Академии наук Казахстана Каныша Имантаева Часатпаева. В этом же году исполнилось и ровно 100 лет с момента первой добычи нефти на казахстанской земле. История отечественного черного золота начиналась в 1899 году в урочище Карашунгул в западном Казахстане. Там из скважины глубиной 40 метров хлынул первый фонтан нефти. Это месторождение теперь носит название Дассор и славится высоким качеством нефти.
В 1999 году Казахстан шагнул в новую эру отечественной эпохи потребления. 14 мая в Алматы Булат Абилов открывает Рамстор Самал. На открытии торгово-развлекательного центра, который полюбился жителям города не только диковинным супермаркетом, но также своим катком и кинотеатром, присутствует лично глава государства. «Снимайте не нас, а магазин. В нем есть что показать», — сказал Нурсултан Назарбаев окружающим его репортерам.